июле этого года мы побывали в селе Кудукёль Алёкминского улуса в гостях у приемной семьи Парниковых. Александр Егорович и Анастасия Алексеевна, 15 лет назад взяв на воспитание маленькую девочку, сегодня являются родителями 10 приемных детей. 2 уже выпустились, и сейчас в семье Парниковых воспитывается 8 приемных детей. Нам стало интересно, как складываются судьбы выпускников приемной семьи Парниковых, и мы отправились к ним в гости. 18-летняя Александра учится на 3-м курсе Якутского гуманитарного колледжа. 24-летний Максим работает водителем, у него уже своя семья, и он с большой теплотой отзывается о своих приемных родителях, вспоминая годы жизни в семье. Где-то 8-9 лет было, когда я приехал впервые. Сперва не понимал, куда приехал, сами знаете, с города в деревню. Вокруг все якуты, а я один русский. Было сложно первое время, но ничего, привык со временем. А вот когда вы узнали, или вы сразу знали, что вы приемные дети? Не, нам сразу с мамой сказала. Не, ну я-то, конечно, как бы уже понимал, осознавал, что как бы меня и спрашивали, как бы в детском доме, типа, поедешь, не поедешь. Я с радостью, конечно, согласился. Ну и не пожалел, как бы. Мама у нас такая-то, что всегда вот праздник всегда пыталась устраивать, как бы. Все день рождения, все всегда, как бы, ну, всегда весело было, конечно. Но она относилась к нам как к родным детям. Не было такого, что ты приемный там. Всегда вот как к родному человеку. Всегда говорила, вы мои. Не было такого, что типа там. Пыталась делать детство, как бы, ну, и детство у нас было хорошее. Катя, вот расскажите мне, пожалуйста, про Максима. Какой он? Он добрый, ответственный, трудолюбивый, о семье заботится, зарабатывает. Летом постоянно в рейсах, его дома не бывает. Зимой старается с нами время проводить, чаще дома бывать. А чему вы научились у ваших приемных родителей? Ну, многому. Самостоятельности. Папа меня учил, то много чего учил, сейчас все умею. Мама учила готовить, мыть и так далее. Хорошо училась, на учебе даже помогала. Отец по хозяйству помогал. Дрова таскали, складывали, снег убирали. Все делали. Ну, всему научили, много чего. Максим, а вас чему научили? Ну, от мамы я как бы, ну, толком-то и как бы, ну, и не старался учиться. Как бы мама есть мама, как бы это уже 9 сидела. Ну, от папы, как бы, всему, можно сказать, научился. И техника, и по хозяйству домашнему. Всему научил, чему мог. Как бы. И в жизни, как бы, пригодилось тоже мне. Сейчас вот, например, тоже на технике работаю зимой. Как бы тоже с легкостью дается уже. Вот у вас такие замечательные родители приемные, да? Может, какие-то слова благодарности, может быть, вы им скажете, вот что они вам дали? Таким родителям можно сказать только пожелать это, наверное, терпение, скорее всего, наверное. Просто когда столько детей, 10 детей вырастить, это терпение только надо. Потому что дети все разные, сами понимаете. У всех характера разные, так что им только я могу пожелать терпения, и все. Остальное у них будет. Здоровье. Самое главное. Здоровье самое главное для нас. Ну что, характера, конечно, сложные. Я сама в шоке, то, что у нас так много. Как они вообще нас воспитывали? Это же надо каждому подход. Ну, характер-то вообще другой. У девушек тем более. У мальчиков-то там отец может. Вот. Ну все, большинство здоровья только. Пообщавшись с Максимом и Александрой, мы еще раз убедились в огромной роли приемной семьи и приемных родителей в судьбе принятых в семью детей, в том, как, выпускаясь из семьи, они становятся самостоятельными, подготовленными ко взрослой жизни и успешными людьми. Контроль за соблюдением прав и льгот детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетным в работе отдела опеки и попечительства. Какие льготы имеются, да, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей? Они также на бесплатный проезд. Если санаторно-курортное лечение, тогда, получается, по России у нас оплачивается. После достижения 18-летнего возраста до места обучения, да, когда они поступают, туда и обратно первый билет оплачивается. Также они получают от учебного заведения социальную стипендию.
Выплаты идут опекунские, также они имеют право на получение тоже наши социальные выплаты. И плюс к этому, если родители лишенные, либо ограниченные в родительских правах, они имеют право на получение алимента. И также они ежегодно проходят диспансеризацию, все бесплатно, это по приказу Минздрава. Ага, ну основные вот эти. И после достижения 14-летнего возраста, как дети получают паспорт, да, они уже, если у них квартиры нету, да, у родителей, если квартира имеется, мы сразу распоряжением, например, сохраняем вот эти квартиры, дом, вот этот земельный участок, да, и если по достижению 18-летнего возраста, после как они учебное заведение вот закончат, да, тогда полагается квартира. Сейчас в этом году на основании постановления Ильдархана нашего с этого года начали дети-сироты получать сертификаты. Там сумма 4 миллиона с чем-то. Они имеют право этим, ну, могут купить квартиру чуть побольше, да, например, добавить свою, и получается, они могут купить уже квартиру. Либо построить они могут. Ну, у нас же сейчас, ну, по ДВИ, да, например, вот многие. В этом году 86 граждан, наших даже выпускников, они получили именно сертификатами. Вот такие льготы у нас имеются. Бывает, что у нас там дети получают квартиры, которые не соответствуют, там, или, например, вообще не получают, да, там вот как-то тянется годами. Вот почему это происходит и как этого избежать? Они имеют право всегда обращаться к нам, либо через департамент, ну, жилищных отношений, да, и они обращаются, мы также рассматривается заявление, ну, в течение, по закону, 30 дней, да, и за это время комиссия выходит. Если действительно там непригодно, да, жилье, да, тогда обменяют эти квартиры. Обмен, либо, ну, обменяют в основных случаях. А если у ребенка, например, бывают такие же случаи, что у ребенка, оказывается, квартира имеется, да, тогда комиссия отказ пишет, ну, заключение получается. И тогда они имеют право обратиться через суд. Если суд решит, чтобы ребенка включить в реестр, да, для получения жилья, тогда, да, по решению суда выдаются квартиры. Вот вы еще упомянули получение алиментов. Да? У нас часто родители жалуются на то, что они не могут добиться получения алиментов. Вот как им помочь все-таки, чтобы решить эту проблему? Алименты мы взыскиваем, письма пишем, в суд выходим. И регулярно мы также проводим консультации для детей-сирот, детям, оставшимся без попечения родителей. Да. Вот недавно, 16 ноября, мы проводили практический семинар для опекунов и попечителей. Там у нас участвовали инспектор ПДН, СУСКа, тоже замначальника выступал, психологи, мобильно-кризисная служба, сопровождение. Они все досконально рассказали. И насчет алиментов тоже очень много было вопросов. И мы также писали письмо, чтобы таких родителей надо... Они объясняют тем, так что каждые 3 месяца надо будет обращаться, если к злостным плательщикам алиментов. Вот поэтому каждый раз, когда вот опекуны сдают отчеты у нас до 1 февраля по закону, и мы требуем от них, что справку о том, что они получают алименты или нет. Если не получают, то какие принятые меры, какие приняли меры. Вот поэтому так. Знакомьтесь, Максим. Максиму 14 лет, он учится у нас в 8 классе. Он мальчик очень общительный, доброжелательный. Во всех мероприятиях нашего центра он всегда является у нас ведущим, потому что очень хорошо поет, танцует, читает стихи. Также является он лидером детского самоуправления в нашем центре. У Максима очень много грамот и дипломов российского, республиканского значения, потому что он у нас очень одаренный, талантливый, очень активный и добрый мальчик.
Вот у меня есть лауреат, диплом первой степени заочного открытого конкурса вокалистов с песней по жизни в 2020 году. Самое значимое мой диплом, это было на карантине в 2020 году, там пандемия была. Мы вышли во двор, записали видео с песней, вот все записывали, вот это все делали, монтировали, отправили на конкурс в Москву. Вот «Моя звезда», международный конкурс искусств. И вот в номинации «Эстрадный вокал» я занял 2-е место. Солдат, солдат, нам не положено, но верно, что там плачь, не плачь. В чужой степи, в траве не кошеной остался маленький трубач. А он ведь все дело в чем? В настоящем трубачом. А еще Максим очень любит делать новогодние фонари. Расскажи, как вы делаете их? Мы берем картон, обычную коробку, разрезаем, ну вот, замеряем вот боковины, ширину, вот это все мы замеряем сами. Воспитатель нам помогает. Потом мы заклеиваем это все салфетками, укрепляем, делаем несколько слоев. И вот когда это уже застыло, оно будет как дерево вот так вот стучаться. Вот так вот. Вот такой звук должен быть. Значит, это все засохло. А если нет такого звука, то можно еще несколько слоев сделать, чтобы было намного прочнее. Вот потом все высыхает, мы все это дело красим и уже начинаем приходить к оформлению. Максим, а кем бы ты хотел работать, вот когда станешь взрослый, выучиться на кого? Пока, ну вот я буду учиться на учителя начальных классов, но в будущем, думаю, пройду курсы на хореографа и буду уже танцы преподавать. Мы очень надеемся, что для Максима найдется семья, и он сможет реализовать свои мечты.